На водных объектах республики в текущем году достигнуто, во-первых, снижение количества происшествий на 14%, во-вторых, уменьшение числа погибших на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В разрезе муниципальных образований в 14 муниципалитетах гибель людей на водных объектах не допущена. В 26 зарегистрировано снижение количества погибших. В 17 муниципалитетах допущен рост числа погибших. В красной зоне Кигинский, Уфимский, Баймакский, Дуванский, Кармаскалинский и Янаульский районы. В лучшую сторону отмечу работу в Учелинском, Салаватском и Стертамасском районах, на территории которых по совокупности погибло на 11 человек меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На слайде представлен статистический портрет большинства погибших на водных объектах в текущем году. Это мужчины трудоспособного возраста от 18 до 40 лет, жители сельской местности, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, купавшиеся в несанкционированных местах. Таким образом, главными причинами трагедии на воде остаются: а. Купание необорудованных для этой цели местах, б. Нахождение на водных объектах в состоянии алкогольного опьянения. Перехожу ко второй части доклада – мерам по обеспечению безопасности на водных объектах. Во-первых, это оборудование пляжей. В текущем году было открыто 79 оборудованных пляжей, что больше прошлогоднего показателя на 11. В 10 муниципальных образованиях открыто 14 новых пляжей. Однако в Туймазинском и Уфимском районах прошлогодние пляжи открыты не были. Во-вторых, выставление спасательных постов и организация профилактических рейдов в традиционных местах несанкционированного купания. В текущем году эти мероприятия по количеству увеличены более чем в 2 раза. Это достигнуто в том числе благодаря открытию на северо-востоке республики нового поисково-спасательного отряда с местом дислокации в селе Малаяс. В-третьих, привлечение к административной ответственности за употребление спиртных напитков в местах отдыха вблизи водных объектов. Далее, информирование населения о правилах безопасного поведения на воде через средства массовой информации и общероссийскую комплексную систему информирования и оповещения населения, а также через распространение памяток и буклетов. Еще одна мера – это установка запрещающих аншлагов на опасных участках водных объектов. Типовые аншлаги были разработаны Государственным комитетом и направлены в муниципалитеты. Кроме того, в текущем году Министерством образования республики организовано участие во всероссийской акции «Научись плавать» более 400 тысяч детей. Перечисленные меры по обеспечению безопасности на водных объектах выбраны и ранжированы по результатам экспертных оценок. Рассмотренный перечень мер будет предлагаться к реализации также в 2020 году. Вместе с тем, приоритетной задачей станет оборудование пляжей. В стратегических направлениях социально-экономического развития республики до 2024 года поставлена задача по благоустройству и оборудованию 200 пляжей. В решение этой задачи правительство республики внесен проект постановления о субсидировании муниципальных бюджетов на благоустройство пляжей. По предварительным расчетам, общие затраты на оборудование одного пляжа составят 780 тысяч рублей. При этом единовременные затраты 367 тысяч рублей и текущие ежегодные затраты на обслуживание пляжей и содержание персонала 413 тысяч рублей. Предлагается в 2020 году оборудовать дополнительно 63 пляжа из расчета по одному пляжу в каждом муниципалитете и еще 58 пляжей в 2021 году, тем самым достигнув планки 200 пляжей по количеству оборудованных мест купания в республике. В целях обеспечения безопасности на водных объектах в 2020 году прошу глав администрации до конца текущего года в каждом муниципалитете определить не менее 2 дополнительных мест для оборудования пляжей в 2020-2021 годах. Не допустить в будущем году сокращения пляжей, открытых в 2019 году. Обеспечить готовность к реализации перечня традиционных ежегодных мер водной безопасности. Доклад закончил. Благодарю за внимание. Спасибо большое. Вот вы мне дали цифры вот в справочном материале. Коллеги, вот просто вот послушайте, да, вот что у нас происходит.
2014 год, погибших я называю, взрослые и дети, 14 91 и 8 соответственно, 15 98 и 9 соответственно, 16 25 и 18 детей. Представляете, в 2016 году 18 детей, я не знаю, что было. 2017 год 90 и 8, 2018 86 и 6. Вот за 8 месяцев 2019 года 51 и 7. Но я полагаю, что... 7 детей. Да, и детей многовато, но почти в там 1,5 раза меньше погибло. Я надеюсь, летний купальный сезон кончился, если какие-то жертвы будут, то, наверное, там не столь масштабные. Поэтому будем считать, что наши действия, они были эффективными. План ваш принимается. Единственное, знаете, я не готов вот прям под каждый пляж только давать. Там, Илшат Алматович, подумайте вместе, да, там какую-то небольшую сумму надо главам дать. Оборудование пляжа, оно уж не так много стоит. Это нужно почистить территорию, там несколько машин привезти песка, чтобы людям было приятно. Какие-то, наверное, переодевалки установить, пост установить. И обязательно водолазное обследование, конечно, Да, что да. очень важно. И, конечно, обязательно анализ воды. Потому что мы должны ясно понимать. И пляж, мы же можем пляж сделать, но четко сказать, что купание запрещено, поскольку не везде у нас по показателям воды купание разрешено. Но вот именно такой подход я и хотел. Давайте вот мы, вы же сами указали нам, что все 100% погибших – это погибшие в необорудованном месте. Так точно. Вот это, наверное, самое главное. Ну а то, что погибают там почти 70% мужчин в алкогольном состоянии, ну это вот тоже часть той работы, которую мы делаем. Александр Ильич, хотели что-то? Мы значительную часть этой работы с муниципальными образованиями уже провели. У нас есть обобщенные сведения, так что мы там, буквально вопрос дней в Минфин выйдем. Вот тогда так договариваемся. Вот у нас, Фаритович, вы нас не подведите. Вот еще раз говорю, такого не было никогда, что мы по всем фронтам смертность снижаем. Никогда такого не было, поймите. Поэтому не хотелось бы, что по пожарам, я уж попутно говорю, по пожарам я вас, Александр Иванович, тоже просил соединиться, и глав муниципалитетов очень прошу. Соберите сельские поселения, особенно сельские, пусть главы сельских поселений обходы делают. Мы постановление готово, расширение круга участников, для кого мы оповещатели даем. Владимир Владимирович, вами подписан вчера указ о дополнении перечня еще одной категории от 55 лет. Это старше. можно было указом прям, да? Да, указ. Все, тогда, значит, эти оповещатели нужно раздать. И вообще в целом надо готовиться. Вот опять пошла, ну, холода пойдут, сейчас люди начнут греться и погибать. Чтобы у нас страшных историй, которые в прошлом году были, не повторялись. Хорошо, спасибо, Фарид Ильич. Присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо вам большое. Вот динамика у нас очень хорошая.